Что, вперед пойдем или сюда, к этому входу? Сюда? Идем. Можем так? Не, надо по плану. Возвращаться. Да, ну давай. Приветствую вас, друзья! Сегодня мы собрались здесь. Люди из разных стран, разных политических взглядов. Мы собрались здесь из-за того, что достоянием общественности стало то, что случилось и продолжает случаться с российским политзаключенным Ильдаром Дадиным. Если кто еще не знает, если кто, сидящий в этих стенах в российском посольстве, еще не знает, Ильдара Дадина, политзаключенного, подвергают пыткам в российской колонии. В письме, которое он передал через свою жену, через своего адвоката, стало известно, что его избивают ежедневно, ему угрожают изнасилованию, его помещают в штрафной изолятор без объяснения причин. От него требуют, чтобы он повиновался и делал все, чего хотят охранники и вертухаи. Но в данный момент, когда он писал это письмо, он находился практически на грани смерти, о чем он передал всем остальным. Путинский режим, ему мало посадить в тюрьму невинного человека, который не сделал никаких преступлений. Вообще Ильдар Дадин сидит за то, что он получил 2,5 года заключения за то, что стоял с плакатами, делал одиночные пикеты, то есть делал все то, чем сейчас занимаемся мы. Путинскому режиму мало подосадить в тюрьму достойного человека. Он... Добрый день. Пожалуйста, туда, за озеро. А в чем проблема? Здесь правила поведения такие. Какие? Ну это же неохраняемая территория. Охраняем, пожалуйста, все... Мы не нарушаем вам никакого законодательства. Мы не зашли на территорию посольства. Прекратите, потому что... Не, mes atsiskaičiavom metrus nuo pastato, jo. Мало посадить человека в тюрьму, нужно еще и сломать его достоинство. Секунду, подождите. Серьезно, здесь такие правила. По-русски или литовишко, все эти проходят на той стороне. Нет, Ничего это все подобного, это просто- неправда. Покажите, пожалуйста, выписку из правил. Если вы нам покажете, мы уйдем отсюда. Сейчас приедут, покажут, ставьте там и это самое. Нет, Хорошо, мы дождемся их, пока приедут, а пока мы воспользуемся своим законным правом. И скажем так, чтобы нас услышали, если не в Кремле, то хотя бы в этих стенах. Свободу Ильдару Дадину! 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 Ну как, наверное, известно вам, и уж точно известно тем, кто сейчас сидит в российском посольстве, Ильдар Дадин не единственный политзаключенный, который томится в застенках путинского режима. Кроме него сейчас там сидят огромное количество достойных людей, которые посмели потребовать своих прав, которые боролись с бандитским чекистским государством. Это Алексей Сутуга, это Дмитрий Бушенков, это Иван Асташин и многие другие, которых я, к сожалению, даже не знаю по памяти. Чекисты, ФСБшники думают, что посадив в тюрьму самых достойных представителей российского народа, они запугают всех остальных. Но они ошибаются. На место каждого борца, которого посадили в тюрьму, приходят 2-3 новых. Путинскому режиму, бандитскому российскому государству не избежать Майдана. Власть, чекисты и менты не закроете нам рты! Власть, чекисты и менты Не закроете нам рты! Власть, чекисты и менты! Не закроете нам рты! Власть, чекисты и менты! Не закроете нам рты! Я уже сказал неоднократно о том, что путинский режим делает со своим народом. Что делают с ним олигархи, чиновники, чекисты, зажравшиеся бизнесмены и прочая нечисть, которая паразитирует на народе. Но
им мало ограбить свой народ, им мало изнасиловать свою страну. Они решили сделать то же самое с другими народами. Путинская империя тянет свои руки в Сирию, где убивает мирное население, в Украину, где развязала гражданскую войну, напала на жителей соседней страны. Мир народам, смерть империям! Мир народам, смерть империям! Мир народам, смерть империям! У нас нет рулетки, понимаете, чтобы посчитать. Мы на глаз посчитали. Также здесь нет никакого ограждения, которое бы препятствовало. Нету... Прежде чем что-то делать, человек должен тоже знакомиться, чтобы не оказаться... Одну секунду, я просто, чтобы все слышали, о чем идет разговор, чтобы журналисты тоже были в курсе. Меня только что поинтересовали, что за организация делает этот митинг. Я отвечаю, это просто собрались неравнодушные граждане, которым не наплевать то, что происходит в соседних странах. Только что мы говорили об ограничении конституционных прав и свобод человека и естественных его прав на высказывание собственного мнения. Замечательная иллюстрация к тому, что это происходит не только в России, но и в Литве, которая считает себя демократическим государством. Видите, мы говорим. Вот этот вот молодой человек сказал, что он меня должен задержать на нарушение. Вопрос, есть ли желающие продолжить то, что говорю я, и закончить этот митинг, потому что я надеюсь, задержание меня, митинг не будет все равно закончен. Вы можете задержать меня, но люди все равно будут делать то, зачем здесь собрались. Не-не-не, вы не разъясните. Зачем вы его забираете? А так и не разъяснили. Зачем вы его забирают? Вот. Я забрала, Вы же понимаете, что он это сказал не потому, чтобы вас обидеть? Начали с закона, пожалуйста. Все Ну, Вы даже и сейчас закон-то идете нам на так и не принцип. объяснили. Вы сейчас идете на принцип. Потому что вы его сами не читали. Вы могли поступить по-человечески. Вы не знаете, Да. сколько метров от чего считаем. Куда вы его уезжаете? Ничего не сделаем. Уезжайте. Мы без вас тут постоим спокойно. Куда вы его Куда вы везете? его везете? Скажите, Куда пожалуйста. вы везете? Куда вы его везете? Скажите. Куда вы его везете? Мы хотим туда подойти. Сказали куда? 139